Добрый день, дорогие друзья! Мы снова в уютной студии Ольги Курсовой. Еще раз спасибо за приглашение. Сегодня наша вторая встреча. Читаем моду с Ольгой Курсовой. И сегодня мы поговорим с вами не совсем об однозначных вещах. Я после нашей первой встречи решила проштудировать некоторую литературу в нашем отделе. И вот натолкнулась вот на такую книжечку «Дресс-код». Когда Карл Лагерфельд согласился поработать в коллаборации H&M, общественность довольно активно и остро на это отреагировала. Скептически, наверное. И скептически, да. Вот здесь в этой книжечке есть интересная цитата. В качестве рекламы проекта был снят очень драматический, утрированный, пафосный и смешной ролик о том, как реагируют настоящие клиенты Шанель, услышав, что Карл переметнулся на другую сторону. Они вопят, рыдают и нервно прихлебывают из своих хрустальных бокалов, пока Лагерфельд в своем лучшем виде невозмутимо объясняет, что стиль никак не связан с ценой, он связан с чувством вкуса. Как бы ты прокомментировала это? Насколько вот изменилось отношение к высокой моде и насколько потребители сейчас изменились в этом смысле? Ну, есть такое заблуждение, на мой взгляд, да, что люкс – это до сих пор категория только для избранных. На самом деле это уже давно не так, потому что многие бренды, в том числе и люксовый бренд Chanel, они создают так называемые коллаборации с брендами масс-маркета. Что такое коллаборация? Это когда люксовый бренд и какой-то магазин масс-маркета, например, H&M, Zara, без разницы, объединяются, создают общую коллекцию, и на лейбле мы видим Chanel, например, and H&M. Это говорит о том, что это не цена Chanel, но это и не цена H&M. Это такая некая средняя температура по больнице, доступная на самом деле большинству. Потому что люкс, как ни крути, он по цене для многих потребителей до сих пор остается недоступным. Но вот эта коллаборация, вот эта история, она помогает потребителю, именно масс-маркета, ну такой вот человеку среднего достатка, прикоснуться к люксу. То есть это и не Chanel в чистом виде, но уже и не H&M. Это вот если так утрированно говорить. И получается, что потребитель таким образом прикасается вот к этой истории модного дома Chanel, потому что ведь мы гоняемся-то по сути не за лейблами, ну не мы, а вот потребитель, да, в его сознании. У него же есть запрос прикоснуться вот к этой истории этого модного дома, которому на минуточку уже больше 100 лет. И вот эта история прикоснуться к некой эксклюзивности, она через коллаборацию очень хорошо работает. Оля, я допускаю, что кто-то может выбрать себе определенный бренд, соотнести свою ДНК с ним. Вот все равно есть такой момент, что брендовые вещи люксового класса, они мало приспособлены для обычной нашей жизни. Это вот скорее вот на посмотреть, полюбоваться, практически сходить в музей, да? Вот. А как совместить обычному человеку, который работает, это с некой практичностью, с повседневностью? Это вообще возможно или это просто такой вызов? Ну, на самом деле, даже у люксового бренда есть несколько линеек. Если говорить, допустим, о первой линии, ту, которую мы видим на подиумах, да, это действительно такая, может быть, излишне театральная история, потому что люкс, такой именно прет-а-порте, это история, это искусство в чистом виде, вот то, что мы видим на подиумах. Конечно же, в магазинах, именно если мы зайдем в тот же бутик Chanel, мы не увидим подиумные коллекции. Подиумные коллекции – это штучный, эксклюзивный вариант, который уходит потом либо на ковровые дорожки к селебрити, либо уезжает в Арабские Эмираты, ну вот куда-то туда. А вторая линейка бренда, она как раз-таки про более практичные вещи, именно которые можно носить в повседневности. То есть это
ну, такая вот более приземленная история, менее дорогая, более приземленная, и как раз-таки отражающая, ну, в том числе и не только красоту, да, но и какие-то вот именно практичные вещи. Не у многих людей вообще сейчас есть запрос на люкс, потому что сознание большинства, оно достаточно сильно трансформируется, особенно в эпоху осознанного потребления. Когда люди понимают, что вот эта логомания 90-х, она может быть, потому что это игра, и многие в нее играют, но для многих она не работает. Логомания 90-х, она уходит в прошлое. И сейчас это не актуально. На самом деле не совсем так. То есть логомания как тренд, она будет продолжать актуально. Почему? Потому что это игра. То есть наше поколение наигралось этой логомании, допустим, в 90-х. Сейчас пришло новое поколение на смену, и оно тоже участвует, включается в эту игру, но у них уже свои логотипы, своя логомания. И это такая, ну, эстафета, которая передается из поколения в поколение. Немножко меняется смысл этой логомании, потому что раньше все-таки это была возможность именно, ну, покрасоваться, что ли, да, что вот если у меня, допустим, есть какая-то вещь из люкса, то, ну, по сути, жизнь удалась. Сейчас логомания, она все-таки больше работает просто с точки зрения, может быть, как я себе это вижу, что вот есть поклонники бренда, например, то есть тебе нравится какая-то торговая марка, какой-то бренд, и ты вот искренне прям поклонник этого бренда, и тебе нравятся вещи, то есть почему бы, собственно, не заявить об этом, да, о том, что я... Может быть, как максимально выигрышно подчеркивать фигуру, да? Да, ну то есть мне вот идут эти вещи, я одеваюсь в этот магазин, то есть если человеку быть комфортно быть, ну это же по сути реклама, то есть ты являешься рекламой торговой марки. Если тебе комфортно, тебе нравится, то это же только твой выбор, то почему бы нет? Сейчас такой тренд, я понимаю, все-таки рекламировать людям себя в большей степени, свою личность, свою какой-то свой стиль. Есть такое направление? Но мы с вами сейчас живем в так называемую эпоху осознанного потребления, когда мир устал от вот этой избыточности, ну вот перепроизводства, вот этого избыточного потребления. Все сейчас, очень многие люди приходят, именно осознанные люди приходят к концепции less is more, то есть лучше, как у нас это в пословице, лучше меньше да лучше, когда они перестают захламлять свою жизнь вещами. Когда они понимают, что можно быть, в принципе, человеком мира при очень минимальном наборе вещей. Это не только про одежду, это вообще, в принципе, про все, что тебя окружает. Концепция less is more, концепция жизни, концепция минимализма. Очень многим людям она сейчас актуальна. Это как про минимализм в одежде, так и про минимализм как образ жизни. И вот здесь как раз-таки история люкса заходит как возможность иметь меньше вещей, но более качественных. Да, то есть вопрос качества, когда финансовые потоки перераспределяются не на объемы, а просто на качественные вещи, потому что как ни крути, история middle сегмента, история люксового сегмента – это все равно вещи более качественные, из более качественных материалов, более качественный пошив, потому что масс-маркет берет объемом. Он не берет качеством и никогда не будет брать качеством, но на то он масс-маркет. Наши читатели смогут познакомиться с великими модельерами, иконами стиля, все-таки определиться, наверное, со своим стилем, что они хотят и могут себе позволить, или выработать свой стиль. То есть сегодняшнему человеку это подвластно. И никем не осуждаемо. То есть смотри, я вот чем больше углубляюсь в эту сферу, чем больше с большим количеством женщин общаюсь, я понимаю, что вот в эпоху, когда всем можно все, вот мы сейчас живем в эпоху, когда по сути всем можно все, да, вот такой успешный успех. То есть можно и мужчинам носить женскую одежду, и женщинам мужскую, то есть вообще отсутствие гендера, отсутствие каких-то рамок и ограничений. Действительно, этого сейчас намного меньше, чем, допустим, было даже у нас в свое время. Я уж не говорю о наших родителях, которые были скованы какими-то рамками, в том числе и нравственными. Да, сейчас все намного толерантней.
даже в том числе в своем внешнем оформлении. И вот здесь наступает такой парадокс, когда люди при колоссальных возможностях именно самовыражения, без отсутствия рамок, они просто растерялись. И я, когда думала, почему так происходит, я не говорю, что это истина в последней инстанции, но вот это моя такая точка зрения, что людям все-таки нужны какие-то ограничения. Когда в ограничениях, вот это, это опять же шаблонное мышление, оно нам присуще, как ни крути, некие стереотипы, когда у нас есть некие рамки, и нам говорят, вот сейчас модно вот это, вот это, вот это, и мы идем это берем. А когда нам говорят, что сейчас можно все, и люди, они теряются. Да. И вот все эти концепции стилистические, цветотипирования, стилевых типажей, архетипов, они как раз-таки направлены в том числе на то, что человеку дать какой-то ориентир. И люди стабильность, и люди хватаются за них, как за некий якорь. А вот это моя палитра, все, я живу только в ней. А когда ты говоришь, что это всего лишь некий ориентир, да, и дальше вы уже включаете фантазию, вот тут как раз-таки наступает тот момент, когда... Момент истины. Момент истины, да. А что, еще и фантазию включать? Поэтому, да, сейчас вот очень многие люди растерялись, особенно женщины, я прямо это вижу. И почему на курсы ко мне так много людей приходят? Потому что, они опять же приходят за какими-то шаблонами, за какими-то решениями, за какими-то готовыми решениями. Людям очень сложно как раз-таки проявлять, как выясняется, проявлять вот эту свою индивидуальность, потому что они просто не понимают, а как это можно сделать. Они с ней мало знакомы, нужны все равно какие-то инструменты. Конечно. В том числе вот насмотренность как один из инструментов. Вообще понять, и книги как второй. Книги, да. Поэтому я всегда рекомендую читать биографии людей, которые кардинальным образом повлияли на мир моды. Их на самом деле не так много. Это не десятки тысяч людей. Да? Это может быть сотня, там чуть больше. Но Армани, Шанель, Диор, культовые, да, поэтому как минимум прочитать биографии этих людей, вообще понять путь их становления. Потому что когда мы понимаем путь становления дизайнера, мы понимаем ДНК бренда. Есть такое понятие, как ДНК бренда. И биография его, скажем так, прародителя этого бренда, она лейтмотивом идет через весь бренд. И когда нам, например, откликается Коко Шанель как человек, как личность, естественно, нам по умолчанию нравится все то, что она создает. Мы с тобой одной крови. Да, мы с тобой одной крови, мы с тобой разделяем одни ценности, убеждения, потому что, как ни крути, дизайнер любой эти вещи закладывает в невербальный характер. Это о ценностях. И у каждого бренда есть так называемое свое ДНК. И очень классно, когда ДНК бренда совпадает с ДНК вашего стиля. Это говорит о том, что вы разделяете одни ценности, одни убеждения. Но это можно только понять, когда вы прочтете ДНК бренда. Но оно на самом деле считывается на невербальном уровне. В масс-маркете, вот почему и люкс, да, потому что в люксе это прослеживается намного четче. В масс-маркете это такой некий винегрет. Там все для всех. А вот люкс, почему и вот эта эксклюзивность есть, потому что есть четкая ДНК. Есть четкое понимание, а для кого этот бренд. То есть люди там могут получить сразу понятное для себя решение. По большому счету, да. Оля, такой вот вопрос, может быть, ты как фея-волшебница на него ответишь. Вот сейчас есть такая тенденция, что очень-очень богатые люди, они не так много тратят денег на вот эту вот самопрезентацию и рекламу, да, не делают из себя ходячую рекламу какого-то бренда. Вот почему это происходит? То есть они какой-то другой философии жизни придерживаются? Тут вот ты правильно подметила, тут скорее всего про другую философию жизни. Потому что когда человек показывает свой статус, именно материальный достаток, через одежду, то есть вот такая вся, а я иду такая вся Дольче Габбана, да? Сердючек мы все хорошо помним. Это как раз-таки говорит о том, что человек выражает свою самопрезентацию миру через внешнее оформление.
философия потребления, она меняется очень сильно. И люди с высоким достатком, ну давай вот возьмем Стива Джобса, возьмем Марка Цукерберга, люди, имеющие достаточно большое состояние и которые могут позволить себе весь люкс планеты, они за этим не стремятся, у них другие ценности, они себя выражают другими вещами. Но это, конечно, определенные архетипы, это так называемые люди-униформы. Вот есть такое понятие, как униформа, когда человек одевается нарочито просто, то есть чтобы люди смотрели на него, и как бы и на него, и сквозь него сразу. Конечно же, нас всегда встречали и будут встречать по одежке, как ни крути. И вот одежда, как очень сильный невербальный инструмент, она о многом может сказать. Тенденция эта действительно очень ярко прослеживается, когда люди понимают, что в свои деньги можно вкладывать не только во внешнее оформление, что сейчас безграничные возможности для самореализации, в том числе через образовательные проекты, да, через какие-то именно волонтерские проекты, когда благотворительность, да, когда ты можешь показать как бы свою личность не только одеждой. Вот как-то так, наверное. Это очень оптимистичное такое завершение нашего разговора. Еще одна нотка оптимизма. Мы заказали те книги, которые ты нам рекомендовала. Благодарю, Савелий. Да. Я уверена, что в следующем году, уже в 2021, наши читатели придут, прочитают новиночки и то, что у нас уже есть, и будут более четко, умно выстраивать свой стиль и свою философию жизни. Свою философию жизни. Всем пока. До новых встреч.